Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Педиатр, хирург, невролог, офтальмолог, гинеколог, психиатр, терапевты и другие врачи провели приемы в селах Интинского округа. Местные жители прошли расширенный медицинский осмотр, не выезжая в город. Владельцы животных не следят за своими питомцами. Численность безнадзорных собак постепенно растет. Фантазия и подручные средства способны творить чудеса. Юные художники детской школы искусств представили на выставку необычные работы. В республике Коми выявлен очаг африканской чумы свиней. Вирус в регионе обнаружен впервые. В связи с этим в нескольких муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Глава Коми Владимир Уйба подписал указ о введении карантина. Стоит отметить, что для человека инфекция опасности не представляет, но может стать причиной смерти всего поголовья животных. В поселке Краснозатонский под Сыктывкаром в личном подсобном хозяйстве пало 13 животных. Прошу в связи с этим фермеров, владельцев частных подворий, мобилизоваться и ввести внутренний карантин в хозяйствах. Владельцам личных подсобных хозяйств следует воздержаться от покупки и перевозки свиней до снятия ограничительных мероприятий. Вирус очень контагиозный, заразный и живучий даже при низких температурах. Поэтому очень важно локализовать очаг и не допустить его дальнейшего распространения по республике. Для этого, повторяю, необходимо ввести карантинный режим в каждом хозяйстве. Что сейчас предпринимается правительством и республиканскими службами? Ветеринарная служба взяла ситуацию под контроль. Проведены все необходимые мероприятия. Основная цель их – локализовать очаг и не допустить распространения болезни. Сейчас выясняется, как вирус проник в республику. Это очень важно, чтобы не допустить дальнейшее распространение, если это произошло с передач через корма. Отмечу, что очаг заболевания африканской чумой свиней в республике выявлен впервые. Регион был благополучен по этому заболеванию. Однако угроза распространения этой вирусной инфекции была в конце прошлого года. Ветеринары проводили работу среди фермеров из-за того, что случаи заболевания были выявлены в Архангельской области. Со вчерашнего дня специалисты ветслужбы совместно с представителями МВД проводят поголовный пересчет свиней в первой угрожаемой зоне. Какая это зона? Это Сыктывкар, Сыктывдинский и часть Карткеровского района. Мобильная бригада врачей Центральной городской больницы выехала в отдаленные села Интинского округа, доступ к которым возможен только по зимнику. Как только автодорога была официально введена в эксплуатацию, медицинский десант посетил села Петрунь, Кочмес, Косьювом и Одзивовом. Жители Косьювома с нетерпением ждали медицинских работников. Сотрудники Центральной городской больницы быстро выгружают оборудование и технику для проведения обследования и диагностики. Сельская школа на несколько часов превращается в поликлинику. В кабинете иностранного языка разместились терапевты. В актовом зале прием ведут офтальмолог с фтизиатром. В библиотеке развернулась лаборатория. Ну все же уже, все. Ты молодец. Все, тетя сейчас наберу и отпущу тебя. Неприятные ощущения после забора крови у маленького пациента Сережи Истомина быстро сменились на положительные эмоции. Медосмотр с ходьбой по кабинетам превратился в настоящее приключение. На приеме у врача-офтальмолога слезы у ребенка высохли. Ему совсем не было страшно, а даже весело и интересно. Это звезда. Звезда, умничка. Это тоже круто. Молодец, меняйте глаз на воздух. Хорошо. Еще что-то видит. Так, молодец, молодец. Я ничего не так, вижу. смотрим, это что? Звезда. Хорошо, это? Это самолет. Молодец, Это елка. правильно. На медицинский осмотр пришло практически все село. Среди пациентов как родители с маленькими детьми, так и старожилы Косьювома. Возле каждого кабинета небольшая очередь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что беспокоит, каких врачей хотите пройти? Терапевт, УЗИ и кровь. Все?
Что-то болит, что-то беспокоит? Ну, если не болела бы это, не пришли бы. Ульяна Ефимовна Истомина старается ежегодно проходить медицинский осмотр. Визитам врачей в село женщина всегда рада. Жалоб на здоровье много, особенно беспокоит повышенное артериальное давление. А в город, говорит, не наездишься, в таком возрасте уже сложно. Мне надо ехать, там тоже сидеть надо в очереди. А тут, видишь, свои, все свои. Ездить в Винту, это нам уже ездить, это уже хуже болезни. Ну, хорошо, что приезжают, принимают, хорошо. Они хорошо обращаются, все хорошо. Тамара Пантелеймоновна Беляева, жительница Кочмеса, не успела завершить медосмотр у себя в деревне и решила попасть на прием к врачам в Косьювоме. Я уже была в Кочмесе в терапевте. Ну, давление, все время давление, ноги, хронические все болезни тоже. Угу. Все у нас уже тоже 81, 82 болезни с ног до головы. Люди на селе болеют так же, как и обычные люди, действительно. На ФАПах есть фельдшера, которые работают по назначениям врачей. Но, конечно же, консультация врача всегда необходима этим жителям. Мы можем к ним только раз в год выезжать. При необходимости мы также им отдаем направление, приглашаем на госпитализацию или на дополнительное обследование на Интинскую ЦКБ. Если Интинской ЦКБ не будет достаточно возможностей, при необходимости мы их отправим в Сыктывкар. А болеют они так же, как все люди, такими же заболеваниями. И гипертоническая болезнь есть, и сахарный диабет есть, и болезни легких тоже есть, то есть, ну, как обычно. Визиту врачей в село рады не только пациенты, но и местный фельдшер Клавдия Курсова. Девушка признается, за медицинской помощью люди обращаются часто. Иногда без консультации узкого специалиста не обойтись. Ну, очень нам необходимо, чтобы врачи приезжали, потому что мы живем все-таки как бы далеко от города. И надо, чтобы была проверка людей и осмотры. Клавдия Курсова знает всех жителей Косьювома. Девушка здесь родилась, выросла. После школы закончила Сыктывкарский медицинский колледж и вернулась в родное село. Уже 5 лет Клавдия Степановна работает здесь фельдшером. Клавдия Степановна действительно уроженка этого села и вернулась в это село. Она действительно классный специалист, хороший специалист. И ее население любит и знает. Она каждого человека знает, она каждую семью знает. Знаете, да, вот земский доктор, как раньше было, это то же самое. Она должна всю подноготную всей семьи. Так и она. Ей это не сложно, потому что она здесь родилась и выросла. А как специалист, как профессионал, она просто замечательная. Довольно так часто обращаются. Каждый день у меня приходят пациенты, и уколы здесь делаем, и отправляем. Ну, насколько прям так часто. Вот сейчас недавно было, что отправили в город больного на скорой. Большинство жителей сел – люди пожилого возраста, и многим достаточно трудно выехать в город. В этом году в состав медицинской бригады вошли специалисты разного профиля. Жители сел могли пройти ряд обследований, сдать анализы, сделать УЗИ, электрокардиограмму и даже флюорографию. В рамках реализации национального проекта здравоохранения Интинская ЦГБ получила современный передвижной флюорограф. В состав бригады входят всегда все основные специалисты. Это и терапевты, невролог, акушер-гинеколог, хирург. Мы не первый год возим с собой УЗИ-аппарат и врача УЗИ-диагностики, врача-психиатра-нарколога. И в этом году впервые у нас с нами едет передвижной флюорограф с врачом, рентгенологом и рентген-лаборантом. Флюорографию мы очень хорошо сделали во всех селах, в Петрунях, в Косьювоме, и завтра будем делать в Извовоме. Флюорографическое обследование должно проходить все население нашей республики хотя бы раз в год. К сожалению, из отдаленных сел люди по несколько лет не делали рентген на легких или флюорографии. И я думаю, что это им будет очень полезно в этом году было сделать. Передвижной флюорограф оборудован по последнему слову техники. Мобильный медицинский кабинет изготовлен на базе многосекционного фургона и оснащен всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях. В этом году благодаря машине флюорографу прошли вот, в общем, флюорограмму многие сельчане, это очень хорошо. Ягиоль у нас уже прошел, Косьювом частично 15 числа, 17 у нас идет
продолжение, значит, прохождения медосмотра в флюорографическом кабинете. Вот, это очень здорово. Многие годы у нас сельчане поднимали на конференциях Коми народа этот вопрос о том, что нам необходима именно эта машина. Вот. Но поскольку уже машину приобрели, плюсы почувствовали, теперь у нас задача. Значит, мы уже поставили перед депутатом нашего округа Ильей Юрьевичем Николаевым о том, что нам нужна машина-маммограф, потому что 2/3 населения у нас в основном сельчане это пожилые, вот, и они редко очень выезжают в город. Ну, вы знаете, в связи с пандемией очень трудно пожилым, скажем так, записаться к врачам, а это было бы замечательно. Вот. Так что вот в направлении приобретения этой машины уже, значит, вопрос задан. Вот, я думаю, что тоже решится положительно. В этом году помимо нового медицинского оборудования врачи привезли с собой несколько доз вакцины от коронавируса. Прививку могли сделать все желающие. Перед вакцинацией сельчане прошли осмотр у врача-терапевта и получили консультацию. Те, у кого специалисты не выявили противопоказаний, были допущены к вакцинации. По данным специалистов администрации Косьювома, в селе живут порядка 150 человек, 25 в деревне Ягьёль и около 40 в Кочмисе. В ходе медосмотра сельскому населению была оказана медико-консультативная помощь, назначено необходимое лечение, кому-то рекомендовалось пройти дополнительное обследование. В Республике Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 1 марта 2021 года. С 12 февраля возобновили работу досуговые, развлекательные, зрелищные и иные подобные организации, в том числе детские игровые комнаты и развлекательные центры, за исключением ночных клубов, дискотек. Их работа приостановлена до 1 марта. В соответствии с указом главы Республики Коми жителям региона в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом предписано по 17 марта 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания пребывания. По 17 марта продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции. Республика Коми активно готовится к празднованию грандиозного юбилея. Со всеми запланированными мероприятиями и подробным календарем событий можно ознакомиться на сайте «Столетие Республики Коми». Информационный ресурс уже запущен в работу. Сайт 100let.rkomi.ru – главная информационная площадка векового юбилея региона. Он получился ярким, функциональным и доступен сразу на 3 языках – русском, коми и английском. Дизайн портала оформлен с использованием официального брендбука «Столетие», который был утвержден в начале этого года. На сайте можно узнать обо всех памятных и праздничных мероприятиях, проводимых как в республике, так и за ее пределами, приобрести билеты. Кроме того, на сайте представлены интересные факты о регионе. Также на сайте размещен раздел о Днях культуры Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге, в котором гости смогут узнать обо всех запланированных мероприятиях. Программа очень большая, она не только на территории Республики Коми, она выходит за границы республики. Это и Москва, это и Санкт-Петербург, где будут целые недели, дни Республики Коми. Это большие очень мероприятия на самых ведущих площадках. Театральных, постановочных, концертных площадках. Наверное, многие обратили внимание, что в эти дни в Сыктывкаре стартуют Дни культуры Карткировского района. И следом за этим, по сути, все районы будут обязательно представлять свои культурные программы. Этот проект одним из первых открыл серию республиканских мероприятий, посвященных празднованию векового юбилея Коми. И творческую эстафету в 2019 году начала ИНТА, а в начале 2020 года продолжил Прилузский, Ижемский, Усыльмский районы. В этом году своими творческими программами жителей и гостей столицы порадуют 16 муниципалитетов республики, и проект «Дни культуры муниципальных образований»
Республики Коми завершаться осенью 2021 года. Вы знаете, что мы проводим большую очень работу, связанную с реконструкцией, капитальными ремонтами. Это и фасады зданий, это и уличное освещение, это и дороги, это и уличная сеть и так далее. То есть вопросы по благоустройству. Все это мы буквально в ближайшее время еще раз будем заслушивать на правительстве, на заседании правительства республики. И поэтому могу с полной уверенностью сказать, что, уважаемые жители республики, столетие будет точно совершенно ярким, запоминающимся и очень красивым. Мы сделаем все максимальное и в тех средствах, которые у нас предусмотрены на это. Ну и, естественно, все, что будет возможно, будем заимствовать и на федеральном уровне с тем, чтобы максимально сделать красивой и столицу Республики Сыктывкар и все наши 20 муниципалитетов. Сайт «Столетие региона» будет развиваться и станет более удобным для тех, кто захочет посетить республику и побывать на юбилейных мероприятиях. Будут добавлены новые функции, чтобы можно было выстроить оптимальный маршрут до места назначения с учетом бронирования гостиниц, заказа трансфера, выбора организации общественного питания. Сайт создан региональным центром информационных технологий. Перевод на коми-язык осуществлен Центром информационных языковых технологий при Доме дружбы народов Коми. Погода не радует, холода не торопятся покидать Интинский округ. В Приполярье установились трескучие морозы. Местами столбики термометров достигают до минус 40 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней не потеплеет. Чтобы избежать переохлаждений и не пропустить первые признаки обморожения, необходимо соблюдать основные правила поведения на холоде. Особое внимание следует уделять свободной одежде, которая способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как капуста, тогда между слоями одежды всегда будут прослойки воздуха, удерживающие тепло. Не забывайте о ногах и помните, что тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто способствуют переохлаждению. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Прячьтесь от ветра, вероятность обморожения на ветру значительно выше. Не носите на морозе металлических украшений. Важно следить за лицом, побелевшим носом и щеками, первыми признаками переохлаждения и обморожений. Не позволяйте обмороженным местам снова замерзнуть. Это вызовет куда более значительные повреждения кожи и более глубокий спазм сосудов, который может вызвать головную боль, подъем артериального давления, приступы стенокардии, бронхиальной астмы и другие негативные реакции, особенно у людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Чтобы избежать переохлаждения в сильные морозы, необходимо максимально сократить пребывание на улице. Рассчитывать кратчайшие маршруты от одного теплого места до другого. Особенно это касается детей и пожилых людей. В Инте, как и в других муниципалитетах, люди жалуются на рост численности безнадзорных животных. Стаи собак на улицах, во дворах, рядом с подъездами многоквартирных домов запугивают детей и взрослых. Периодически регистрируются случаи нападения собак на людей. При этом чаще кусают домашние питомцы, чем безнадзорные животные. Люди стали безответственно относиться к своим четвероногим друзьям. На улицах Инты часто можно встретить как дорогих породистых собак, так и беспородных дворняжек. Домашние собаки на самовыгуле, вырвавшись на свободу, сбиваются в стаи и пугают людей. Очень часто мы видим на улице, что знают даже соседи, что эта собака жила у человека, и через какое-то время эта собака уже бегает на улице. Поэтому в первую очередь нужно, чтобы более ответственно даже соседи, жители города наблюдали и говорили о том, что собака стала или бездомной, или на самовыгуле. На самовыгуле тоже очень опасно. Почему? Потому что любая собака, она хищник, она охотник. Какая бы она ни была ласковая. И когда человек выпускает на самовыгул и говорит о том, что она не кусается, это неправда, потому что собака может или защищаться, или что-то испугаться и пойти в атаку. Поэтому жители города, которые имеют животных собак, должны с требованием соблюдать только на поводке, в наморднике. Должны выгуливать дети старше 14 лет, потому что до 14 лет ребенок может физически не удержать собаку, когда она увидит других собак и попытается побежать на контакт или же наоборот напасть. Поэтому домашние собаки тоже могут быть опасными даже на улицах города, когда они самостоятельно гуляют.
Далеко не все хозяева прививают, стерилизуют и выгуливают на поводках своих питомцев. Легкомысленное отношение к животным, нарушение правил выгула представляют потенциальную опасность для окружающих. Никогда нельзя смотреть собаке в глаза, потому что собака начинает принимать это как вызов. Во-вторых, никаких резких движений не нужно делать, не махать руками, потому что тоже, когда мы начинаем махать руками, собака начинает воспринимать тоже как вызов и нападать. Вот. Если есть возможность уйти в какое-то либо помещение, либо в магазин, да, либо в подъезд даже, когда вы проходите, лучше просто зайти и подождать время, чтобы эти собаки ушли. Если получается так, что идут стая и вы не можете никуда уйти, в первую очередь нужно остановиться, но при этом стараться не смотреть в глаза собаки, как я говорила, и не пугаться, потому что человек выделяет адреналин, а так как обоняние у собак очень развито, естественно, что они чувствуют этот страх. В разных уголках города безнадзорных животных подкармливают сердобольные соседи, как правило, пожилые граждане, и нередко прямо во дворах жилых домов возле подъездов. Прикормленные собаки потом кидаются на людей. Когда человек, особенно один и тот же, кормит определенное количество собак, эти собаки начинают считать его своим, можно сказать, хозяином, да, и они начинают его защищать при разных ситуациях. Когда будет проходить мимо другой человек, да, эти собаки могут, может быть, не понравится запах этого человека, может быть, не понравится одежда, и, к сожалению, они смогут напасть на другого человека, посчитав то, что они защищают, да. Поэтому самое лучшее и гуманное, это чтобы все-таки эти собаки не жили на улице. Это каждый, я думаю, что житель мог бы взять собак, и тогда у нас на улицах стало бы меньше собак. Вот, и эта проблема бы действительно ушла. Зоозащитники призывают хозяев не оставлять собак без надзора. Относитесь к своим животным ответственно. Если заводите питомца, то должны понимать, что он проживет не 1 год, а 10, 15 и даже больше лет. И нужно брать за него ответственность на весь этот срок. Как из подручных средств и таких вещей, как проволока, пуговицы, гвозди, кусочки ткани, создать настоящие произведения искусства? Секретом поделятся юные воспитанники художественного отделения детской школы искусств. На своих уроках учащиеся воплощают в жизнь самые смелые задумки. Работы учащихся 3-го класса художественного отделения сейчас экспонируются на 2-м этаже музыкальной школы. Это непривычные всем картины, а миниатюрные декоративные композиции. В каждой свой сюжет и оригинальная идея. Работы исполнены с применением очень необычных материалов. Вот бабочки из проволоки сидят на полотне из марли. Это картина юного Михаила. Я на ней изобразил на такие полотенца, на которых сидят бабочки. Сверху на них есть пуговицы, что дает огромное украшение для самой работы. Для основы берется сначала такая деревяшка. На нее можно наклеить разные предметы. Например, на моей работе наклеен шарф. А потом, когда шарф наклеен, можно уже начинать другие вещи наклеивать. Например, как изображено как полотенце, это марля. А это веревочка на джут. Эти бабочки делались из проволоки железной. Из железной проволоки очень сложно делать бабочек, потому что сначала не знаешь, как делать, потом сама проволока бывает очень еще твердая, и из нее очень сложно выявить саму форму. В классе Михаила 10 учеников. Их преподаватель Марина Линик – человек творческий и увлеченный. Именно ей пришла идея превратить урок декоративной композиции в увлекательное практическое занятие. Так на свет родилась небольшая выставка «Маленькие истории». Декоративные поделки мне больше нравятся, потому что рисовать можно всегда, вот такие декоративные поделки не всегда сделаешь. Среди учащихся 3-го класса художественного отделения Полина Антонова. Любовь к рисованию родители девочки решили развивать, и поэтому отправили Полину совершенствовать свои творческие навыки. Когда я была маленькая, мне больше всего нравилось рисовать, и мама меня записала в художественную школу. Мы рисуем, пишем, делаем всякие там аппликации.
Декоративная зарисовка Полины очень оригинальная. В картине «Пикник» совмещены гвозди, столовые приборы. Дерево и металл очень гармонично сочетаются с выкрашенной в холодный серый цвет основой. Над картиной девочка работала в течение нескольких занятий. Мы использовали марль и влепляли форму. Потом использовали вилки, которые, вот когда, например, людям уже вилки не нужны были, они отдавали нам. И оказалось вилок много, и так как они интересны, мы решили использовать их. Например, марлю, сначала ее надо сделать, потом, как сделать, намочить, сделать форму и ждать, пока оно застынет. Все картины не похожи друг на друга. У работ неповторимые авторские сюжеты. Они исполнены совершенно разными материалами. Бумага, ткань, металл, дерево. Все, что попалось под руку юным художникам. Выставкой «Маленькие истории» наслаждаются учащиеся музыкального отделения. Например, когда посещают виртуальный концертный зал. Виртуальный зал продолжает свою работу. Графиком и репертуаром можно ознакомиться на сайте Детской школы искусств в разделе «Виртуальный концертный зал». В основном мы работаем по реализации проекта регионального «Культурный норматив школьника» с детьми. Онлайн-трансляции из Московской филармонии, из концертного зала Московской консерватории, детские оперы интересные, рассказы про художников, можем экскурсию по любому виртуальному залу, по любому музею. Не только России, но и мира. Провести экскурсию. Ваше желание. Пожалуйста, все просьбы мы осуществим. Музыкальное отделение Детской школы искусств приглашает зрителей виртуального концертного зала и желающих поближе познакомиться с работами учащихся художественного отделения. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите Пятый канал и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.